Сейчас мы находимся так сказать, музее истории Кумыкского музыкально-драматического театра. Вот это есть истоки нашего театра, вот это есть начало нашего создания нашего театра. Когда же образовался этот театр? Театр этот образовался в 1930 году решением Совета народных депутатов Дагестана, который принял постановление о создании Кумыкской национальной театральной студии из числа одаренных молодежи. Предшествием такому решению было в свое время передовые деятели культуры, такие как Батыр Мурзаев, Казбеков, Бейбулатов, поставили спектакли в драматическом кружке Танчулпан. Это было 1906-16 годы. И вот в Темирхан-Шуре на базе педагогического техникума в 1926 году была открыта театральная студия, инициатором которой был Алибек Тахавгоди. В 1927 году его переводят из Темирхан-Шуры в Порт-Петровск, город, и преобразует музыкально-театральный техникум. И первыми выпускниками этого техникума были Гамид Алич Рустамов, Алим Курумов, Амир Курбанов, Бариат Мурадова, или Елена Лигаминиди, Хайбат Магомедова, Ушкуят Сафарадиева, Абдулаев, Шахмардан, Магаев и многие другие. Впоследствии в театре появляется талантливая молодежь: Дадан Саид Нуров, Таджидин Гаджиев, Магомед Курбанов, Магомед Рашидханов, Хайбат Казимагомедова, Саният Мурадова. Огромными событием культурной жизни республики стала постановка по пьесе основоположника не только кумыкской, но и всей дагестанской драматургии Алим-Паши Салаватова. Вот он висит, основатель, в честь которого назван этот театр. Спектакль «Айгази», «Красные партизаны», «Карачач». Пьеса «Айгази», которую написал великий наш Салаватов, идет уже на сцене Кумыкского театра 72 года. 72 года. Поэтому Молла Насыртын Курбанова идет тоже 70 лет. Поэтому показан и Молла Насыртын, и Айгази почти 1000 спектаклей на сцене Кумыкского театра. В 1942 году по просьбе коллектива и руководства из города Буйнакска театр переводит в город Махачкалу. И в 1955 году в честь 25-летия со дня основания указом Президиума Верховного Совета Дагестана театру присваивается имя Алим-Паши Салаватова, который вы видите вот перед вами, и Салаватова, и первым его профессиональным режиссером становится Гамид Алич Рустамов. Именно в эти годы под руководством его театр обретает свое творческое лицо, свой почерк. Он был также замечательным драматургом, не только главным режиссером, настоящим, первым профессиональным режиссером Кумыкского театра. И не только Кумыкского театра, но и всех театров Дагестана. Всех театров Дагестана, то есть я имею в виду и русские, и кулакские, и все театры. Первую студию в Высшем театральном училище имени Щукина в Москве в 1962 году тоже направил Гамид Алич Рустамов, куда, кстати, вхожу и я. Были известные артисты и режиссеры, которые сегодня уже стали известными, уже тоже и Инесса Курумова, и Ислам Казиев, и многие, которых уже даже больше половины их живых нету. Особенно хочется отметить пьесы местных авторов «Если сердце захочет» Рустамова, «Завещание» Атаевой, «Шавкал Адильгирей Тарковский» Атаева в постановках режиссера Казиева. В 1960 году на декаде литературы и искусства Дагестана в Москве высокого звания народная артистка Советского Союза была удостоена великая актриса Бариат Султанмеджидовна Мурадова. Эта актриса была не только дагестанского круга, не только в пределах Дагестана, она была актриса большого круга, всей тогда РСФСР, не только РСФСР, ее знали и в Советском Союзе. Поэтому вот такая честь первого народного артиста Советского Союза была удостоена Бариат Мурадова, которая работала и в нашем Кумыкском театре.
Также многие деятели, артисты, режиссеры, художники, композиторы, деятели театра были награждены орденами, медалями, почетными званиями: народный артист России, РСФСР, заслуженный артист РСФСР, народный заслуженный артист Дагестана. Так что сегодня художественным руководителем театра является народный артист России, председатель Союза театральных деятелей Айгумов Айгум Эльдар. Это речь обо мне, потому что на протяжении уже 40 лет я нахожусь в этом театре и руковожу этим театром. Хочется сказать также не только те спектакли, которые сегодня хранятся. Вот эти спектакли Айгази, Мулла Насреддин, если сердце захочет, я уже говорил, почти по 1000 раз сыграны на сцене нашего театра. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш театр сохранил вот эти реликвии. Наш театр хранит это как бывают вот ценности какие-то, ценности художественного явления. Это первые источники, это первые начинатели. Вот, пожалуйста, Алим-Паша Салаватов, Бейбулатов, который первый профессиональный режиссер, первый народный артист Советского Союза, первый народный артист РСФСР Алим Курумов. И вот если идти дальше, мы целая галерея наших великих, знаменитых актеров: Таджикин Гаджиев, Хайбат Магомедов, Дадам Саид Нуров, Лиганиниди. В этом театре не только кумыки работали, в этом театре работали лакцы, аварцы и даже гречанка Лиганиниди. Вот она, там Мурадова Саньят, великая актриса, Ушкуят Шафаралиева, Рашидханов Магомед, Жетере, это режиссер театра на протяжении долгих десятков лет. Этот музей взятый с периода 30-го по 70-е годы. С 70-х и по сегодняшний день этот музей будет продолжен. Здесь вот эти стены пустые, готовится материал, чтобы, музей пополнился уже сегодняшними работами, сегодняшней молодежью, которая приходит к нам из вуза, из вуза нашего Дагестанского университета, где заведующим кафедрой является при библиотечной кафедре актерского отделения является наш, заслуженный деятель искусств России Ислам Казиев. С помощью, вот этого факультета актерского при университете мы получаем пополнение, к нам приходит талантливая молодежь на сегодняшний день, которая занимает уже определенное положение в театре. Поэтому хочется сказать, что Кумыкский театр является одним из старейших театров в республике и является одним из неплохих, даже ведущих театров Северного Кавказа. Наряду с тем, что я показывал вам и говорил, что вот у нас есть спектакли, которые с 30-х годов начала и по сегодняшний день хранятся в театре как реликвия, я хочу сказать, что у нас есть и в настоящем текущем репертуаре режиссеры, постановщики Ислам Казиев, Осман, Ибрагимов и другие режиссеры, которые были, это Зубаир Шиясов, это Мантаев Беймурза, это режиссеры, которые работали на протяжении долгих лет в этом театре и внесли свой вклад, свою лепту в создание художественного уровня и повышение художественного мастерства, актерского мастерства в этом театре. Поэтому театр живет, работает и здравствует. Театр участвует во всех фестивалях. Недавно мы были в городе Казань, где участвовали в фестивале, который называется фестиваль тюркскоязычных народов, Навруз. На этом фестивале мы показали свою культуру, свой творческий уровень, непосредственно касающийся Дагестана и самого кумыкского народа. Приятно сегодня говорить, что Кумыкский театр является театром творческим, коллектив творческий, и очень много молодежи на уровне со средним поколением и создают хорошие спектакли, которые хорошо принимаются зрителям. Кумыкский театр в смысле зрителя тоже не особенно, так сказать, ущемлен, потому что зритель кумыкский любит свой театр, приходит в театр и посещает его все спектакли.